Был выходной, я хотела поспать подольше, но будильник не хотел, чтоб я спала дольше. Я хотела выключить будильник, но он этого не хотел. Пришлось вставать. Что же делать в выходной день? Выходной нужно проводить необычно, поэтому я полезла в контакт. Страница не открывалась. Обновила страницу, ничего не произошло. Еще раз обновила, то же самое. После 15 попыток ничего не изменилось. Спросила у Google, почему интернет не работает. Оказалось, без интернета Google ничего не знает. Ладно, посмотрим, что показывает телевизор. Куда же подевался пульт? Поискала под диваном, поискала в ванне, вспомнила, что сама спрятала пульт в холодильник. Включила телевизор. Там шла программа «Пусть говорят». Понятно, зачем я спрятала пульт в холодильник. Выключила телевизор. Вспомнила. В этом году я хотела начать много читать. Посмотрела вокруг, увидела книги. Это я читала, это тоже, это 6 раз, это вообще что такое? Интересных книг не оказалось. Пойду в книжный магазин. Пришла в магазин, посмотрела на цены. Поняла, что читать могут себе позволить только те, кто на диете, или те, кто много зарабатывают. На диету я не хотела, поэтому решила почитать прямо в магазине. Начала читать сначала одну книгу, потом вторую, потом села на пол, начала нервно оглядываться. В какой-то момент я поняла, что пора уходить, даже бежать. Вышла из магазина. Где найти книг? Точно! Пойду в библиотеку. Нашла ближайшую библиотеку, ей оказалась Национальная библиотека Республики Коми. Оказывается, она работает в воскресенье. Вошла вовнутрь. Мне улыбнулись, со мной поздоровались. Странно, что им от меня надо? Я попросила что-нибудь почитать, мне посоветовали автора Эрих Марию Ремарк. Я ответила, что уже читала ее. На меня странно посмотрели. В ответ я тоже странно посмотрела. Пауза затянулась. Я попросила что-нибудь новое и актуальное. Меня подвели к столу, на котором лежала целая россыпь новеньких книг, как будто только что привезенных из типографии. Я взяла 3 книги, потом еще 3 и еще несколько. Оказывается, если брать много книг в библиотеке, можно стать не только умным, но и сильным. Пошла домой. Начала читать первую книгу, очнулась на 3-й. Вспомнила, что так и не починила интернет. Теперь нужно взять книгу о том, как его починить. Уснула.